Меня зовут Янулов Богдан Иванович. Я родом из Алданского района, село Хатыстыр. Прибыл сюда в зону специальной военной операции в прошлом году, 1 марта 2022 года. Первое место выполнения боевых задач у меня было в районе Харьковской области, населенный пункт Изюм, местность Шарутский лес. Очень плачевное место. Сюда прибыли мы в составе 39-й бригады Сахалинской области для выполнения боевых задач. Задача состояла из того, чтобы мы удерживали лес для непрохождения военной техники к направлению Славянска. Военно-учебная специальность у меня механик-водитель танка, да. Вот. Значит, вы там встретили в качестве танкиста? Да. Выполнял ряд нескольких задач в качестве механика-водителя МТЛБ, малого легкого бронированного тягача. Выполнял задачи на БМП-1, БМП-2 и впоследствии стал механиком-водителем танка, а в последующем уже стал сам командиром танка. Было, конечно, очень тяжело по сравнению, что сейчас творится, это еще более тяжело. Но опыт, который был получен у меня на Харьковском направлении, что на Угледарском направлении, вот это, конечно, на этом направлении очень сильно способствует. Потом на Изюмском направлении я был в период с 1 марта по 25 июля. 25 июля в ходе выполнения задач был легко ранен. Произошел разрыв минометного снаряда вблизи нашей машины. При эвакуации личного состава в зону боевых действий у нас была задача на сколько можно прорваться глубже, чтобы вывести наших раненых товарищей. Наша задача заключалась в том, чтобы ни один военнослужащий не остался. Тяжелые бои были в Изюм. То наши брали, то укропы брали. Ну, там специфика работы была очень тяжелая, очень напряженная. Люди только, можно сказать, учились воевать, да. Потому что относительно возрастная категория была очень сильно молодая. Военнослужащие контрактной службы очень сильно молодые были. Возраст был от 19 до 25 лет. Вот это вот самые такие. А на Угледарском направлении уже после, в период, когда прибыли военнослужащие, призвали по мобилизации, вот, когда они прибыли. Вот это тоже было очень сильно тяжело. Но люди оказались с опытом, которые перенимали вот, у своих товарищей, мы что-то перенимали у них. Вот, и как бы было немножко попроще. Вот. В данный момент здесь, на заброшенном направлении, очень, можно так сказать, специфика работы очень сильно другая, и контингент, который сейчас мы работаем, тоже, я бы не сказал, что очень сильно плохой, он очень сильно такой боевой, поднимает дух бойцов. Вот сейчас, в данный момент, я являюсь временно исполняющим обязанности командира взвода. Вот, в моем подчинении находится 9 человек. Самому молодому у меня 54 года, самому старому у меня 60. Вот. Ну, так это уже, считай, пенсионеры там у нас. Ну, это у них боевой дух, да, еще. боевой дух. Они настраивают наше молодое поколение, которое... ну, человек, он же механизм очень сильно тяжелый, и направить его на нужное его действие, это очень сильно тяжело. А наши, как у нас командир называет их, так, мягко ласкательно, боевые гномы, вот, они как бы поднимают дух бойцов. Вот, вечерами, когда сидим, мы, получается, вот,
Ну, на войне не без юмора. Ну да. Тоже можно посидеть, Без пошутить. юмора тяжело. Да. Вот. И получается, сижу и спрашиваю: старый, что, пойдем завтра в бой? И вот я никогда не получил отрицательного ответа. Да. Всегда позитивный, всегда в боевой подготовке настроенный. Но не будем учитывать, не будем забывать то, что люди, конечно, старые. Вот, люди только прибыли. Вот. Они знали, куда они сюда ехали. Ну, то есть были И мотивированы. да, и что им предстоит тут пройти, что им придется тут пережить. Пример, допустим, когда молодой бывает то, что психологически, морально неподготовленный, старый человек одевает бронежилет, каску, берет в руки автомат и идет на выполнение боевой задачи. Тем самым он воодушевляет и мотивирует молодое поколение с вопросом, молодой задается себе уже таким вопросом, даже я также себе бывает порой задаю вопрос, вот старый человек идет, а почему, чем я хуже него, Ну да. вот. И поэтому в основном у нас это работает как мотивация, вот, поэтому я им очень сильно благодарен. Вот. Один момент у нас был на угледарском направлении, населенном пункте Владимировка. Вот, возвращаясь с боевой задачи, у нас кончилось топливо на танке. Вот. И в ходе, когда была произведена эвакуация личного состава экипажа из машины, по нашему танку отработала артиллерийский огонь. Вот. И в результате чего башня нашего лихого танка сейчас стоит как монумент напротив этого завода. Да, вам повезло, да. Очень сильно повезло. Это произошло буквально после 3-4 минут после покидания машины. Что касается моего позывного, позывной у меня голландец. Позывной мне был придуман неспроста, потому что работа у нас происходила обычно ночью. Вот. Ну и сами понимаете, техника у нас в страшно устрашающем виде находится. Ну, то бишь маскировочные сети, которые нам присылает гуманитарная помощь, она добавляет устрашающий вид машине. Вот. И поэтому командир сказал, с сегодняшнего дня вот этот вот экипаж называется «Голландец». И вот эта вот башня сейчас как монумент лежит напротив этого завода. Вот. Когда лет через 10-15, может быть, я вернусь сюда, приеду, посмотрю. Вот, в то место, всегда же интересно Да, посмотреть, где ты воевал. да, где был. Сюда я приезжаю уже третий раз в зону специальной военной операции, и каждый раз, вот когда я приезжаю домой, не домой, а в пункт постоянной дислокации, вот, сижу и думаю, вот, а там мои ребята, мои товарищи, вот, выполняют свою работу, а я тут сижу. И с этим ничего не приходится делать. Вот. Сумка у меня всегда собрана. Вот, если В любой я, момент. да, в любой момент. Вот, первый военный борт, мы сразу собираемся и садимся в самолет и летим сюда на выручку к нашим товарищам, потому что лишними руками тоже здесь не будем. За весь период СВО я бы хотел отметить то, что наши войска очень сильно многому научились. Вот. Научились воевать. Да, научились Потому воевать. что реалии войны очень поменялись. Это не Да, Вторая мировая война, это не Первая. Она ни на чем не похожа. да. Вот. Здесь специфика заключается в том, то, что в основном тут проходятся работы не пехоты, а проводятся работы артиллерии. Да. Артиллерии, танков. Вот. Поэтому мы тоже без работы не сидим. Приходится работать. Вот. Но в основном у нас танки, артиллерия и авиация. Вот. По поводу своих земляков я бы сказал бы и выразился бы на них, если бы мне задали бы по десятибалльной шкале оценить и работу своих товарищей, я бы оценил их на все 100. Работу своих земляков я бы охарактеризовал тем, то, что люди с высоким боевым духом, люди, которые с детства пропитаны силой родной земли, вот,
люди, которые привыкли жить в трудных бытовых условиях, им это жить в лесу, сооружать себе блиндажи, окопы. Для них это ничего не составляет труда. Э, Неприхотливый. Неприхотливые, да. Что касается в плане боевой подготовки, ну, вы сами знаете, наверное, то, что в Якутии с детства люди оружие держат. Вот, ну, держат только то, чтобы держат, чтобы выжить в суровых климатических условиях для добычи себе промысла, а также и здесь, чтобы не дать противнику прорваться на наши фланги. То есть они еще и хорошо ориентируются на местности. Да, ну вот, Самое главное, наверное. да, вот. Вот скажите мне, пожалуйста, да, вот в феврале вы получили орден мужества. Вы можете рассказать, как это случилось? И Когда мы были на Изюмском направлении, конечно, было очень сильно тяжело, было очень много работы трудной, бывало то, что по 2, по 3 месяца люди не выходили с передовых позиций. Та работа, которая была проведена на Изюмском направлении, именно в том лесу, это, конечно, стоило очень много жизней. Это было очень сильно трудно. Множество наших товарищей остались до сих пор там, но в скором времени наши поисковые отряды, скорее всего, их обнаружат, тела будут доставлены домой. А про орден мужества я бы хотел сказать то, что за тяжелую работу, можно так, за выполнение своего долга. Просто получил я его, получается, 23 февраля, уже находясь, будучи под Угледаром. Вот. Приказ был подписан в августе того года, а получил я его только вот в февраля. мы как раз военные корреспонденты Федор Григорьев и я, мы были в том направлении в Угледаре. Там было жарко. Ну, там ну, своего всего хватало, было и очень сильно трудно. Ну, везде на войне никогда не бывает легко. На война это грязно, война это холодно. Нечеловеческое это дело войну вести. Вот. А орден мужества мы получили за прорыв на нашем танке на 3 километра в тыл врага. И провели колоссальную работу, в ходе чего, как я до этого рассказывал, наш танк пал смертью храбрых, а экипаж живой и здоровый сейчас дальше действует, выполняет боевые задачи на разных направлениях. Ну, честно, вот, если бы так не кривя душой сказать, война это уже надоела, но ее надо воевать, потому что это наша работа. Если не мы будем ее воевать, то если не мы этих покончаем, то они будут нас кончать, и уже другого пути. уже другого вперед. пути, да, только вперед. Вот новые люди, которые сюда приезжают, конечно, им очень сильно тяжело, но они так считают. А на самом деле проводится очень большая работа по новоприбывшим, которые только сюда приехали, товарищи, которые, чтобы быстрее адаптировались. да, у которых большой, богатый боевой опыт, они, получается, помогают, потому что здесь люди, которые приехали сюда, большая половина, вот, которая, вот, допустим, если взять из моего личного состава, у меня 4 человека не служило в армии. Вообще. Вообще, да. И получается, не знают, как да. Ну вот самое главное, самая основа, как держать автомат, как снаряжать магазины и вообще как производить выстрел с автомата. Поэтому у нас боевые товарищи помогают в этом, как могут. Я вот сам буквально прибыл 5 дней тому назад с передовых позиций на дополнительное лечение. Вот меня отправили. Вот. Сейчас после лечения надеюсь, что в скором времени вернусь обратно в строй. И, как сказал мой командир, поведу своих боевых гномов дальше. Вот. Но в Якутии же, когда вы были
молодым вы же занимались борьбой, да? Можете рассказать, у кого вы занимались? Про свое спортивное прошлое хотелось бы сказать следующее, то что да, я занимался, ну, самым первым видом спорта у меня были шахматы. Это был далекий 2005 год. Еще моя мама, Мария Афанасьевна Янулова, привела меня на секцию шахматов к Владимиру Петровичу Ильину. Тогда у нас был такой выдающийся шахматист, писатель, вот, имеет несколько книг. И, ну, я человек не с математическим опытом, поэтому шахматы для меня давались очень сильно сложно. Вот, и я постепенно начал посещать этот спортзал и смотреть на ребят, которые занимаются в этом зале. И первые шаги в спорт у меня были, получается, благодаря моему первому тренеру по дзюдо-самбо Алексею Семеновичу Усолову. Ты Талиба Мирзагуловича Ересейнова. Вот. Это были первые шаги в спорт, первые успехи, первые травмы, первые победы. Это вот все благодаря им. А постепенно я потом поменял специфику своего вида спорта. Я перешел в секцию вольной борьбы, где первым тренером являлся Степанов Василий Сергеевич. Я тренировался в Усть-Илданском улусе, в селе Мандаба, вот, под руководством Степанова Василия Сергеевича и Ивана Пролетаевича Пантилова. Было, конечно, тоже, ну, непросто. Вот, для меня это новый вид был, но Далеки от дома. да, мне это очень сильно нравилось. Постепенно я, получается, перешел в училище Олимпийского резерва, где моими тренерами являлись Кирилл Никентьевич Павлов и Матвей Матвеевич Матвеев. Вот, я начал заниматься по греко-римской борьбе. Вот, тоже появились первые успехи. А в дальнейшем потом я, когда закончил уже школу, вот, я поехал поступать в Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский-на-Амуре государственный университет по специальности строительства и эксплуатация зданий и сооружений. Вот, отучился там 3 курса, получается, но, сами понимаете, человек, который занимается спортом, у него как бы все мысли только на спорте. Вот, о предстоящих соревнованиях, там, о победах там, или еще каких-то результатах. Вот, поэтому вот, я начал тренироваться в Хабаровском крае. Вот, ездил на первенство России, участвовал на дальневосточных турнирах. И потом, получается, на международном турнире один раз выступил. А в 2019 году выполнил норматив мастера спорта России по греко-римской борьбе. Это все благодаря колоссальной работе своих тренеров, которые, начиная от шахматов, заканчивая греко-римской борьбой. Это вот все, конечно, поспособствовало. И что касается спорта, я бы, конечно, сейчас бы обратно тоже бы вернулся. Вот мне сейчас 22 года. Вот, да, вот, и как бы еще не все потеряно. Дай бог то, что сейчас война закончится, я обязательно вернусь, постараюсь так постепенно, да, наверстать упущенное, а может что-нибудь-то и получится, потому что, как говорится, талант, он всегда есть, и опыт тоже, его не потерять. Желаете успехов. Спасибо большое. Я тоже надеюсь, что скоро это все закончится, и все, кто находится в зоне специальной военной операции, вернутся живыми, невредимыми к своим семьям, к своим женам и вообще на родную землю. Каждый на свою землю. Хотел бы поблагодарить оперштаб гуманитарной помощи Республики Саха-Якутия, отдельно главе республики Ильдархану Айсену Сергеевичу Николаеву, всем нашим землякам, которые в такое непростое время оказывают всяческую моральную поддержку, которая здесь в такое непростое время очень сильно нужно. Вот. И, конечно, желаю всем своим товарищам, которые находятся в зоне специальной военной операции, я обращаюсь к своим землякам, не терять голову, сохранять бдительность
И в скором времени ожидаем победу. Вот. Над этим и работаем. Вот. Спасибо большое.